Добрый день! Сегодня мы будем готовить калмыцкое блюдо тюнтек. Для этого нам понадобятся продукты: мука, соль, перец, лук, бараний жир внутренний. Первым, что мы делаем, это идет процесс приготовления теста. Чтобы тесто могло отлежаться, расслабиться, чтобы в дальнейшем процессе было легче лепить само блюдо тюнтек. Для приготовления теста нам понадобится теплая вода 200 грамм, куриное яйцо 1, соль, чайная ложка, все это взбиваем, чтобы соль и яйцо растворилось, и постепенно добавляем муку. Для более эластичности теста можно добавить грамм 20 масла растительного. Прям добавляем в тесто. И все это вымешивается. Самые главные аспекты для теста — это мука должна быть теплая, комнатная температура муки должна быть, во-первых. Вода для приготовления теста должна быть примерно где-то градусов 30-40, не больше, чтобы тесто не заварилось, не взялось комками. Муку, как я уже говорил, тоже предварительно лучше просеять. Она обогащается кислородом и получается более воздушно, и тесто вымешивается легче намного. Ну и благодаря маслу тоже эластичность теста лучше, лепится легче, его будет раскатывать вам, лепить будет легче само блюдо. Итак, процесс теста у нас подходит к концу. Тесто мы вымесили вот до такой массы, подмешали. Оно получается не упругое сильно, эластичное. Дальше тесту даем немножечко расслабиться, отлежаться. То есть откладываем его в сторонку и желательно накрыть его полотенцем, чтобы оно не заветривалось у вас. Пока тесто у нас расслабляется, отлеживается, мы этим временем готовим начинку для тюнтека. Для этого нам понадобится симджин, лук репчатый, соль и перец. Берем бараний внутренний жир, который называется симджин. Нарезаем его мелко кубиком. Жир режется легко, он сам по себе симджин рассыпчатый. Предварительно можно даже подержать его немножко в холодильнике, он будет более упругий и им будет легче поддаваться нарезке для вашей безопасности же, чтобы не порезаться. Лук так же, как и жир, нарезаем мелко, примерно вот так. Совет для тех, кто боится испортить свою дорогую косметику домохозяйки. Можно лук предварительно немножечко подержать в воде. Ну, есть еще народная шутка, можно просто в рот воды набрать. Лук у нас готов. Все это теперь соединяем с нарезанным жиром. Добавляем соль, перец. Все тщательно вымешиваем, чтобы масса была одинаковая на соль и вкус, и перец. Фарш у нас готов, тесто готовое. Тесто полежало, отлежалось, расслабилось. Теперь раскатываем тесто. Немножечко разминаем, чтобы оно чуть-чуть стало эластичнее, мягче и податливее. И раскатываем его на пласт. Пласт у нас готов. Его слегка надо приподнять, от стола отбить, чтобы тесто приняло свою форму. Чтобы в дальнейшем процессе, когда будете лепить, оно в руках у вас не собиралось. И вот дальше нарезаем заготовочку. У кого нету таких профессиональных колечек, можно использовать какие-нибудь домашние фужеры, бокалы чайные. Вот заготовочка у нас готова для лепки тюнтека. Накладываем фарш. Фарша не жалеем, чтобы не были пустые, чтобы были сочные. Потому что жир в процессе варки он растворяется и придает сочность блюду. Значит, соединяем края пополам.
Вот такой вот форма полумесяца. Защипываем хорошо края, фиксируем их, чтобы тюнтек не раскрылся. И весь сок, самый вкус, чтобы с него не выпал. И делаем процесс защипывания. То есть делаем указательным пальцем, делаем защип, загиб, загиб, защип. И получается вот такая вот своего рода косичка. Для любителей, кто любит поострее, повкуснее, можно добавить мелко рубленый чесночок. Также некоторые добавляют туда зелень. Это уже будет современный тюнтек, оздоровительный. Тесто старайтесь сильно, лепешки, чтобы в муке не были, потому что будет плохо оно скрепляться, и в процессе варки оно может у вас раскрыться. Особенно внутренняя часть, которая идет на защип, желательно от муки чуть-чуть встряхивать его. Так, фарш, если фарш у вас излишки фарша выходят, ничего страшного, можно прям подбавлять туда пальцем их. Чем больше фарша вообще, тем вкуснее, тем он будет сочнее, чтобы не одно тесто было. Ну вот и все. На этом процесс приготовления тюнтеков готов. Вот, дорогие наши зрители, пока мы лепили тюнтеки, наша водичка закипела. Сюда мы добавили лавровый лист, ложечку соли. И теперь запускаем тюнтеки для варки. Осторожно ложим в воду, чтобы не обрызгаться, не обжечься. И предварительно помешиваем. Соблюдая все традиции приготовления, мешаем по часовой стрелке, чтобы они между собой не слиплись. Накрываем и ждем момента закипания. Определение готовности тюнтека, это значит, они должны подняться на поверхность кипятка, между собой не соединенная, и форма их не должна быть как бы немножечко вздутая, увеличенная в объеме. Вот наши замечательные тюнтеки уже, значит, готовы. Вот они поднялись наверх, приняли пышную воздушную форму. И теперь можно их извлекать для дегустации. Тюнтеки наши готовы к употреблению. Желательно их кушать со сметаной или с чесночным соусом. Можно приготовить самому, можно приобрести в магазине, кому как по вкусу. Приятного аппетита! Да, это очень сытное да. блюдо. Я так давно хотела попробовать это блюдо и боялась, что по ощущениям будет как-то, не мое. Нет, оказалось очень вкусно. Я прям с удовольствием еще бы, наверное, целую тарелку съела. И это очень сытно, очень сочно. Вообще все супер. Спасибо. Понравился вот не как тесто, а как вот внутренний, вот самый такой вот сок, самая богатая вот эта вот перчинка, специи очень правильно подобранные, мне очень нравится. Я посмотрю рецепт, обязательно приготовлю своим домочадцам, буду их угощать, баловать, радовать.